Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи с вами Гоухар. Сегодня я хочу рассказать вам, как настроить рекламную кампанию с целью конверсия для того, чтобы люди могли оставлять заявку на сайте, и это все отражалось у вас в рекламном кабинете. Часто им многие таргетологи не пользуются, просто потому что, во-первых, она требует очень больших затрат, во-вторых, ее очень сложно настраивать, потому что нужно уметь пользоваться кодами, их переносить на сайт ваш или на платформу, где будут собираться лиды. Также здесь много сопутствующих моментов. Вы должны сделать социально настроенную конверсию, вы должны уметь создавать аудитории. Я поэтому вам рассказываю вот так наглядно, как это все делается. В принципе, несколько раз поделаете, и вы тоже будете знать, как это все делать. Для чего нужна настройка рекламы с целью конверсии? Для того, чтобы в последующем вы могли полноценно использовать вашу аудиторию, собранную для дальнейшего ретаргетинга. Вот для этого в основном используется конверсия. Как это все делается? Для этого мы заходим в настройки компании. Заходите через все инструменты, как показано на слайде. Источники данных, пиксели. То есть мы должны определенный код с Фейсбука установить на наш сайт. Таким образом, все данные, которые поступают на ваш сайт, с любых кнопок, вы можете в каждой кнопке установить пиксель. Это все будет у вас отражаться здесь, и вы будете помимо Яндекс.Метрики и Google Аналитики видеть у себя в Facebook. Так как пиксель я уже создавала несколько таких пустых, другой создавать не буду, я просто делать буду корректировки здесь, но вам покажу, что для того, чтобы создать новый пиксель, вы нажимаете просто кнопку «Добавить», здесь пишете название пикселя, здесь URL своего сайта, то есть ссылку сайта, да, и нажимаете «Продолжить», и все. И у вас создастся вот такой вот пиксель. Для того, чтобы производить какие-то изменения в этом пикселе, также вы сюда добавляете людей. В любом новом объекте вы обязательно добавляете людей. Например, вот я себя добавляю, пишу здесь, какие мне даются права. Я там доступ администратора, назначить. Также вы здесь заходите в Events Manager, находим свой пиксель, смотрим, да, у нас все пусто. По идее, если пиксель работает, он должен выглядеть вот так. То есть здесь уже должны быть какие-то определенные действия. Так как у нас все пусто, мы нажимаем «Продолжить настройку пикселя». Здесь есть добавить код пикселя вручную, использовать партнерскую интеграцию. Мы добавляем все вручную, так как мы это умеем. Копируем код, нажимаем «Продолжить». Теперь переходим на наш сайт в Тильде. Здесь в настройках сайта мы заходим еще. Здесь есть HTML-код для вставки внутри head. Мы делаем редактировать код. И видите, здесь никаких кодов. То есть это пустой абсолютно сайт. Вставляем. Вот у нас уже есть Facebook Pixel код. Мы можем ставить неограниченное количество Facebook Pixel кодов, но мы сейчас поставили один свой. Нажимаем «Сохранить». Заходим обратно в настройки сайта, сохранить изменения. Когда вы вносите изменения, обязательно нажимаете «Опубликовать все страницы», это на тильде. Вот смотрите, теперь пиксель компании тестовый. Здесь уже видите лид. Сейчас я вам расскажу, как создать специально настроенную конверсию. Это можно сделать на той же странице, что и пиксели вы настраивали, или можно сделать через настройки компании. Вот источники данных, и вот внизу пиксель есть специально настроенные конверсии. Для того, чтобы создать специально настроенную конверсию, нажимаем «Создать специально настроенную конверсию». Ставил заявку на сайте. Выбираем lead. URL равно слово. Пишем thanks. Нажимаем Enter. Также вы можете добавить еще другие, если вам нужно определенные там слова указать, переходы на определенные страницы. Нажимаем «Создать». Все, мы создали специально настроенную конверсию на сайте. В последующем, когда мы будем оставлять заявки, например, перейдем на сайт,
Эти данные будут переходить на наш Facebook страницу. И при оставлении заявки, видите, открылась страница «Спасибо». То есть вот thanks. Мы отразили, что Facebook должен считать лидом страницу, которая имеет вот такое вот продолжение при оставлении заявки. То есть только когда человек переходит на эту страницу, заявка считается отправленной. Перед тем, как вообще настраивать рекламу, нам нужно будет проверить в настройках компании, все ли мы подключили к пикселям. К пикселям мы должны подключить людей. Мы добавляем людей. Это можете вы, это может быть другой там администратор. Готово. Далее мы добавляем объекты. Добавляем ADS менеджер, с которого мы будем давать рекламу. Готово. Все. Теперь можно сказать, что пиксель готов. Дальше мы можем приступать к настройке рекламы. Для этого мы заходим в ADS менеджер, создать. Выбираем цель конверсия. Видео записано, когда эта цель называлась конверсией, сейчас она называется продажей. Так что не потеряйтесь. Как вы видите, сейчас весь рекламный кабинет поменялся. Он поменял свою структуру. Мы назовем конверсия тест. Группа объявлений. Объявления мы сделаем потом. Здесь есть АБ-тестирование и оптимизация бюджета. Вы можете их не использовать при маленьких бюджетах. Это все используется при огромных бюджетах, когда нужно действительно не потерять деньги. Вот в таких случаях обязательно используется оптимизация бюджета и АБ-тестирование. При маленьких бюджетах их использовать смысла нету. И даже вам не даст использовать его. Нажимаем «Далее». Теперь мы заполняем группу объявлений. У нас здесь стоит вот сайт. Выбираем. Нам нужно лиды. Если у вас неправильно настроен пиксель, у вас, когда вы вот так нажимаете, у вас все будет неактивное, вот такое все красное будет. У нас, видите, все правильно настроено, значит, выбираем lead, пиксель, то есть здесь идут данные с нашего сайта. Далее вы можете поставить дату запуска, либо оставить ее нетронутой, она запустится после того, как сразу вы утверждаете, отправляете на модерацию, после этого сразу реклама идет. Или вы хотите, если чтобы реклама запустилась в определенное время, вы устанавливаете здесь дату запуска. Аудиторию мы ставим на весь Казахстан, возраст оставляем, все можете вот здесь менять. Пол мы оставляем, детальный таргетинг тоже мы оставляем, но вы будете все это редактировать в зависимости от вашего товара. Выбор места размещения вручную мы ставим, например, только Инстаграм. Далее конверсии у нас стоит показ рекламы. Нажимаем «Далее». Вот здесь, кстати, вот название группы объявлений мы пропустили. В принципе, вы здесь можете написать, например, мы поставили Казахстан от 18 плюс далее мы поставили там все. И вот такие вот моменты, которые вам нужны будут, вы их вот так ставите. Нажимаем «Далее». Здесь объявление. Например, мы будем запускать картинку, да, там AD1 пишем. Так, одно изображение или видео, или кольцевая галерея. Все так же, как в трафике мы объясняли. Добавляем здесь какое-нибудь изображение или видео. Пишем текст, о чем наше объявление. Далее пишем, если надо, заголовок. Здесь вот видно наглядно, что. И самый важный момент, здесь мы пишем URL сайта. Мы пишем URL нашего сайта. Так вы можете проверить, правильно ли вы загрузили сайт. Вот мы правильно загрузили сайт. Призыв действия подробнее мы оставляем. И опубликовать. Ну, я опубликовать не буду. Вы можете сразу опубликовать или делаете закрыть. Мы с вами настроили рекламу с целью конверсия. Благодарю вас за просмотр. Благодарю, что узнаете новое и поддерживаете наш канал.
Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Задавайте вопросы и просто поддержите нас в комментариях. Не забудьте делиться с друзьями полезным контентом, пересылайте им тоже. Удачи в обучении!